Московские студенты изучают особенности грамматики якутского языка. В одном из столичных вузов уже несколько лет будущие лингвисты пристально постигают падежи, суффиксы, префиксы и окончания языка народа Саха. Какие открытия сделали начинающие ученые, чем их покорила Якутия, выяснял Максим Кардозу. Мы у корпуса факультета гуманитарных наук одного из лучших вузов в нашей стране. Это Высшая школа экономики. И здесь есть группа студентов, которая изучает якутский язык. Причем эти ребята неоднократно бывали в нашей республике с экспедициями. Сейчас пойдем с ними знакомиться. Дробо булару. Дробо. Максим. Бастаге этини ах. Мин багынага баран, күннүлүр болақтарына, тоқтубут кулагы итигестеях пен сөбдуо, диен ыйып пыта. Максим Бажуков – преподаватель-ассистент. Уже 4 года он изучает грамматику якутского языка. Например, его заинтересовало, что в одном и том же предложении можно как использовать, так и игнорировать падежи. Например, предложение «мен массына алджатым». И вот я сказал без падежа. Вот. И вроде бы так действительно иногда говорят в некоторых ситуациях, когда это что-то вот абстрактное. С другой стороны, может быть сказано «мен массына алджатым». Здесь уже есть винительный падеж. И это как бы очень простой случай. На самом деле в языке таких случаев очень много, существуют разные контексты, и вот это все очень-очень большая интересная система, как это устроено. В 2019 году преподаватели университета решили изучать особенности якутского языка и пригласили в новую группу всех желающих студентов. Их заинтересовала живая языковая культура народа Саха, возможность общаться с носителями и необычные конструкции, с помощью которых формируются предложения. По-якутски, по крайней мере в говорах намского луса, можно сказать «Сардана барары сылджар». Вот собирается уйти. А можно «барары генар», а можно «барары генна» или «барары геммыт». Если она стоит у двери, можно сказать «барары турар». И вот это в прямом смысле богатство якутского языка. Сколько способов, сколько очень похожих конструкций, у которых у каждой есть свой оттенок значения. Да? И вот это интересно писать. Изучение происходит не только по книгам, предусмотрена и полевая практика. Уже 4 раза студенты и преподаватели приезжали в Якутию. Они жили в Намском и Верхневилюйском улусах и активно общались с местными жителями. Мы обычно встречаемся с носителями на 1 час или 2, и обычно это устроено так, что у нас есть анкеты, которые мы специально составили по нашим темам, и мы спрашиваем предложения на русском, иногда, и часто пытаемся что-то породить по-якутски, и спрашиваем носителей, могли бы они так сказать, в каком случае они так могли сказать и так далее. То есть пытаемся как-то собрать, какую-то информацию про якутский. Из Якутии ребята привезли не только научные материалы или новые впечатления. В Москву они вернулись с сувенирами. Из Якутии привезла себе небольшой сувенир, якутские сережки серебряные. Решила что-то себе на память привезти. И люди, когда видят, всегда делают комплименты, спрашивают, откуда у меня такие сережки. Потому что здесь их не продают вообще. Этим летом лингвистическая группа снова собирается отправиться в якутскую экспедицию. А пока ребята ищут носителей языка в Москве, чтобы не останавливать работу, и просят откликнуться всех желающих им помочь. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва.